по своим, например, личным наблюдениям, по общениям с каким-то близким кругом знакомых, я должен сказать, что вот коронавирус просто уже подбирается к людям. То есть, если где-то летом этого года люди говорили: да блин, где этот коронавирус, нет ни одного знакомого, который хотя бы переболел бы им и так далее, то сейчас все время слышишь: вот у меня родственник умер, у меня еще кто-то там пострадал и так далее. То есть уже в близком кругу знакомых, наверное, у каждого в Крыму есть минимум один человек, который болеет, а может быть и даже умер в результате вот заражения коронавирусом. Поэтому ситуация, конечно же, другая. Визуально люди больше стали носить маски, чаще вот даже в каких-то публичных местах пользоваться санитайзером, то есть наблюдаешь за этим, видишь и так далее, но и беспечных людей по-прежнему много. Работники школ, например, других учреждений жалуются, что они продолжают работать, несмотря на то, что и дети уже болеют, и учителя болеют, например, и так далее. То есть ситуация нарастает, и, как вы знаете, уже есть официальные сообщения о том, такие осторожные очень, о том, что ситуация ухудшается и так далее, но каких-то таких конкретных ограничительных мер в Крыму, по крайней мере, еще не вводится, за исключением того, что очень многие госучреждения перешли вот на режим такой дистанционной работы, налоговые там и другие учреждения, и теперь только или через интернет, или через вот так называемые вот эти центры МФЦ, через них продолжают работу. Поэтому я бы сказал, что по ощущениям, визуально, по слухам, ситуация как бы начинает вот уплотняться, нагнетаться, но реакция властей пока очень такая заторможенная, наверное. Чего они ждут, пока непонятно.